Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что мужчина от вас прячет и скрывает? Какие чувства, какие поступки и вообще, что там с его совестью? Загадайте, пожалуйста, на себя. Сегодня у нас день полнолуния. Самое время смотреть на тайны и загадки. Загадывайте на мужчину, представьте его, назовите по имени, обратитесь к нему, к его душе, к его совести и спросите, что ты прячешь, что от меня скрываешь. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ну да, с Луной не поспоришь. Ах, ну что, бабочки повыходили, девочки, бабочки. Это женщины, с которыми он общается. Он от вас скрывает, что общается с какими-то женщинами. Это не обязательно личное общение, это не обязательно там любовная связь на стороне. Просто он вам не говорит, что в его кругу общения есть женщины, и он постоянно с ними общается. Да, вам-то он рассказывает, что столько с мужиками общается, что никаких женщин в помине вообще нет. Да ты что, да никогда, да чтоб я с женщиной заговорил, да нет. Я немым прикидываюсь, когда ко мне женщины обращаются. А на самом деле общается. Ему нравится общаться с женщинами. Ему нравится быть для них таким умным, ярким, смешным, таким, знаете, артистичным. Вот, нравится. И комплименты женщинам делает, и всякие там, знаете, шутки, намеки. Ну, в общем, есть такое. Он у вас еще тот хохмач. Он это скрывает. И под страхом смерти никогда не признается, что он общается с женщинами. Но он с ними точно общается. Бабочки вышли. Так, еще что он скрывает? Чувства свои скрывает. У одних отыграется, что мужчина в принципе скрывает от вас свои чувства. Да? Еще ни разу не признался вам в любви, не сказал, какая вы прекрасная, как вы ему дороги, как он мечтает о том дне, когда назовет вас своей женой. Да, прям скрывает, страшно ему признаться, потому что не знает, какой ответ получит от вас. Да? Может, он вам сердце, душу откроет, признается в своей любви, а вы такая раз и посмеялись над ним. Либо у виска так пальцем покрутите, скажете, что он дурачок, что ли, да, белины объелся. Да мы же с тобой просто друзья, да. Ты посмотри, кто ты и кто я. Какие чувства, о чем ты? Да, почему-то прям боится этого. Боится того, что вы не примете. Боится того, что вы над ним смеяться станете. Ну, а если вы с мужчиной давно, и вы его, например, жена, даже если гражданская жена, все равно жена, то мужчина, помимо теплых и нежных чувств, от вас скрывает зависть. Да, не удивляйтесь, он вам очень сильно завидует. Потому что вы сильная, потому что вы смелая, потому что вы за что возьметесь, все до ума доведете. У вас все получается. А он, как знаете, руки, извините, из пятой точки растут, ни к чему не приспособленный. Вот. Видит, как вы живете, видит, как вы работаете, как вы общаетесь, как вы ставите цели и как вы к ним идете, как вы их добиваетесь. Он так не может, у него так не получается. И он иногда, знаете, такой думает, вот как так, я же мужчина, я же по идее там сильный, умный, а она ведь всего лишь женщина. Почему она все может, а я нет?
Почему у нее получается там и дом, и карьера, и подруги, и какие-то личные интересы, а я еле-еле там работу вывожу. После работы уже все, выжатый лимон, ничего не хочется. Хочется домой, на диван, да, пукать в диван и смотреть телевизор, либо там за компьютером сидеть играть. Все, и он не понимает и вам завидует. И еще вижу, что у вас IQ гораздо выше, чем у него. Прям, в прямом смысле слова, девочки, не удивляйтесь, не удивляйтесь. Оно так и есть. Вы более грамотная, вы более начитанная, вы более всезнающая. Да? У вас ментальность, она очень сильно развита. А вот у мужчины ментальность какая-то угловатая и ограниченная. То есть, может быть, он разбирается в какой-то одной теме, но в других он вообще не ведающий. Да, и вот этому он тоже завидует. Он думает, ну как у нее там в голове все это помещается, как она все может помнить, почему она ничего не забывает, почему она там все знает, да, у нее есть все ответы на все вопросы. А я вот рядом с ней туплю, да, и чувствую себя максимально некомфортно. Вообще выгляжу как эта бледная поганка рядом с ней. Вот, прям завидуют, очень завидуют. И еще, девочки, он вас боится. А я вам скажу почему. Да, вы удивились, но так оно и есть. Он вас боится того, как сильно вы на него влияете. Он, ну вот я же говорю, что у него IQ не сильно высокое. Вот. Он не понимает, что влияние это называется любовью. Что это не вы конкретно на него влияете, а любовь, которую он к вам испытывает. То есть он не может вам перечить. Либо если он вас там чем-то случайно даже, да, случайно, не специально, случайно обидел, ему потом не по себе, его начинает там крутить, ломать, ему там тошно становится. И безумное чувство вины у него, да, вот прям на душе. И он этого не понимает, как вы им управляете, как вы сделали так, что он от вас всецело зависим, что он без вас не может, что когда он вас долго не видит, у него прям ломка начинается. Вы для него как какой-то допинг по жизни, понимаете, который ему нужно все время принимать, чтобы жить, чтобы как-то существовать. Вот правда, если вы долго не виделись, у него прям действительно вот ломка, тряска, не знаю, что тремор, да, начинается. И ему прям обязательно вас нужно увидеть, обязательно нужно, ну, не знаю, обнять, рядом с вами постоять, просто на вас посмотреть. Вот это понимание, что вы рядом, что вы его, что вы никуда не делись. Вот прям необходимость есть, такая потребность. У кого-то из вас прям так и отыграется. Мужчина думает, что вы его там приворожили, да, обидели мальчика, приворожили. Вот, и не удивляйтесь, возможно, даже он обращался к специалистам моего профиля для того, чтобы все разузнать. Вот почему я так на нее залип, почему я так от нее завишу, почему я без нее не могу. Ну точно чары, ну точно она меня присушила. Вот. Ну, там тоже, знаете, посмеялись над ним, у виска покрутили и с Богом отправили. Иди, выходите, мужчина, вам не сюда, вам к психотерапевту, да? Вам не к тарологу, вам не к эзотерику. Вы что-то перепутали. Да, девочки. Да, вот не доходит до человека, что это любовь, что он просто в вас влюбился, что вы его женщина по судьбе, понимаете, вот не доходит. Вот тут мозги не работают, а как пойти там гадалку найти, вот это да, это он может. Либо предположить, что вы на него там чары навели, присушили, привязали, приворожили. Я же говорю, низкий IQ. Так, еще... Что он от вас скрывает? Он скрывает истинное отношение своих родственников к вам. Да, не удивляйтесь. Может быть, вы считаете, что его родственники вас недолюбливают. А на самом деле это всего лишь, ну, такой вот занавес, да? Чтобы вы случайно там с его мамой не поделились его секретами, его образом жизни, там на него не пожаловались, он как бы, ну, такую вот загородочку поставил из лжи, что вот, а мама тебя не любит, либо мама к тебе плохо относится, либо мама там сказала, что ты там такая, не такая, и мне нужна другая. И вы такая, угу. Значит, мама твоя меня не любит? Да, я ее тоже не люблю. Также он может скрывать
наоборот говорит, что мама тебя очень любит, прям души тебе не чает, а на самом деле мама вот действительно вас недолюбливает. Да, он как-то обыгрывает эту ситуацию. Вот если ему выгодно, он говорит так. Если, например, наоборот, ему хочется, чтобы у вас там все хорошо срослось и конфликтов с его любимой мамой не было, он говорит, что мама вас любит и принимает. Вы все разные, у одних отыграется так, у других по-другому. Но он явно вам говорит неправду об отношении и восприятии вас его родней. То есть он там манипулирует, он этим играет. Если хотите узнать правду, напрямую поговорите с его мамой, с его там отцом, кто там у него родственники. Вот напрямую поговорите. Вот задайте вопрос в лоб. Нравлюсь или нет я вам? Вы меня принимаете или так? С закрытыми глазами. Вот. И тогда вы правду точно узнаете. И я вижу, что у него есть какая-то выгода от того, что он манипулирует этой информацией. Да, обыгрывает. Так, еще он скрывает свои страхи, а страхов у него очень много, прям очень много. Мужчина очень такой тревожный у вас идет, тревожный. То ли детство было неспокойное, то ли он что-то плохое в жизни видел, пережил. Вот высокий уровень тревожности. У него, кстати, наверное, и высокий уровень кортизола. Мужчина, который, не знаю, своей тени может испугаться. Вот ему страшно, что он чем-то заболеет. Ему страшно, что вы чем-то заболеете. Ему страшно, что вы от него уйдете, что вы там другого полюбите. Ему страшно, что он один останется. Ему страшно, что он там облысеет, либо там, не знаю, живот себе отрастит, либо еще что-то с ним произойдет. Вот очень много страхов. Так, рядом с вами он герой, он такой, вот я все могу, я там всем покажу, докажу, я там самый сильный, смелый. А в душе он прям такой зайчик, всего боится. Очень легко его напугать, очень легко его даже до состояния стресса довести. Но вот есть тревожность, и она очень повышенная. На это, кстати, девочке нужно обращать внимание, потому что из-за этой тревожности у него и здоровье может барахлить, либо уже начало барахлить. Вот, запросто боится. Кстати, у кого-то отыграется, что он и докторов боится, да, уколов боится. А может, у него татуировка есть на всю спину, но при этом он боится уколов. И людей в белых халатах боится. Такой он у вас ребенок. Да, мне вообще идет как ребенок. Хотя вижу, что взрослый мужчина. Так, еще что он скрывает? Он скрывает, что он за вами подслеживает. Он скрывает, что он очень часто имеет доступ к вашей к личным вещам, к личной информации, скажем так. Возможно, мужчина шерстит ваш телефон. Возможно, он даже в вашей сумке ковыряется. Вот, знаете, как будто бы что-то ищет, какой-то компромат, либо доказательства измены. Что-то прям, знаете, беспокоит его, и он начинает искать, ничего не находит, еще больше расстраивается, такой, ничего не нашел. Значит, она умная, да, она же умная, она все правильно скрыла, спрятала, а я не могу найти. Опять начинает завидовать, потому что вы умная. И такой бег по кругу получается. Почему-то, мне кажется, он расслабиться не может. Не может. Знаете, расслабиться, отпустить ситуацию, просто жить и наслаждаться жизнью. Да? Наслаждаться жизнью с вами. Почему-то у него это не получается. Здесь бы по-хорошему действительно с ним поговорить и уговорить его обратиться, допустим, к семейному психотерапевту. Прям вообще не лишнее будет. И, кстати, может очень улучшить ваши взаимоотношения. Либо вам на многое открыть глаза. Да? Мы же не обижаемся на больных. А он себя иногда ведет так, что вас это обижает. А вы причины не знаете, а причина есть. Причина в его этих фобиях, страхах, комплексах, тревожности, в кортизоле. Не знаю, в том, что он такой знаете, в себя не верит, вам завидует. Есть. И если с этим работать, то можно этого мужчину очень здоровски подтянуть и улучшить. Давайте уже говорить как есть. Просто этим нужно заниматься.
заниматься. Если хотите, если есть желание, если вы, возможно, чувствуете в себе какие-то задатки психолога, попробуйте с ним понемножечку тогда, ну, хотя бы в какой-то игровой форме вот это все обсуждать. И, может быть, вам и удастся с него это все вытянуть и превратить его в нормального мужчину. Как там в песне пелось: я его слепила из того, что было. Вы у меня, вон, смотрите, какой мастер. Мастер на все руки. Вы все можете, вы все умеете. И даже мужчину этого сможете переделать. Только лишь, если этого захотите. Ну, если вам это нужно и интересно. Так, вообще вы женщина огонь. Он вас тут такую показал, что просто, знаете, вот слепит. Яркая, красоточка, в себе уверенная. Идете, знаете, по жизни как хозяйка, да, хозяйка жизни. Думаю, что мужчина в своей оценке не ошибся. И вообще он вас показал на самом деле золотой рыбкой. Не обижайтесь, это не обидно. Вы золотая рыбка и для него, и для себя. То есть вы умеете исполнять желания. И свои, и его. Вот. И вообще вы такая. Ничего, никого не боитесь, от жизни берете лучшее. Вот. Одна вы точно не останетесь. С ним, с другим счастливой вы точно будете. Эти знаки я вижу над вами. Знаки счастливой женщины. Женщина, которая полностью реализована. Женщина, которая счастлива именно в любви, в личной жизни. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.